Это итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях за сегодня. С вами Василий Радченко. Смотрите в выпуске. Регион будет развивать промышленный туризм. В планах мир узнает о самом глубоком карьере, уникальном процессе добычи и переработки алмазов. Общественники после проверки ремонта дорог в столице вновь остались недовольны результатом. Нарушения остались на всех объектах. Всероссийский день семьи, любви и верности отмечают сегодня. О том, как день прошел в разных уголках республики. В конце выпуска. Госдума приняла пакет законов о льготах для инвесторов в Арктике. Документ должен поспособствовать привлечению частных инвестиций в объеме не менее 6 триллионов 700 миллиардов рублей до 2030 года и создание в указанный период 28 тысяч новых рабочих мест. Любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовывать новый инвестиционный проект и вложить не менее 1 миллиона рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций. Кроме того, устанавливаются особенности осуществления государственной экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства и реконструкции в арктической зоне. Между тем, Якутия ищет новые пути развития для экономики. Глава региона и агентство стратегических инициатив подписали в Москве соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма. Встречи и подписания состоялись в рамках деловой программы Международного промышленного форума «Иннопром». Это крупнейшее событие международного масштаба, собравшее представителей из разных уголков России, а также гостей из Европы, Азии и Америки. Чем может привлечь Якутия индустриальных туристов? Узнаем у нашего субкора в Москве Максима Кардозу. Якутия может удивить туристов не только своими природными красотами, но и промышленными гигантами. Казалось бы, такие привычные для жителей региона угольные и кимберлитовые карьеры могут стать настоящими центрами притяжения. Ведь людей, которые хотят на несколько часов или даже пару суток превратиться в горняков, больше, чем может показаться. Это, например, изумрудные прииски в Свердловской области. Недавно закрытое для посторонних глаз предприятие распахнуло здесь двери для туристов, и сюда потянулись искатели приключений. Кому-то на флюорит повезло. Мне! Вот, это супер. Подписанное соглашение между Якутией и агентством стратегических инициатив может дать серьезный толчок для развития промышленного туризма в регионе. Это создание новых туристических маршрутов, производственных экскурсий, проработка нового бренда. Туризм вообще для Якутии тема абсолютно новая. Она только у нас начинает развиваться, но я уверен, что это одна из тех тем нашей экономики, которые, конечно же, в ближайшие годы заставят говорить о себе не только Россию, но и весь мир. Самые глубокие карьеры в мире, они у нас, на нашей территории. И, конечно же, алмазы, процесс их добычи, процесс переработки, на мой взгляд, достоин того, чтобы об этом знали туристы со всего мира. Эксперты агентства стратегических инициатив в ближайшее время должны приехать в Якутию, чтобы начать работу над продвижением региона. Причем планы по началу реализации проекта амбициозные. Уже через полгода хотелось бы, чтобы туристы смогли поехать в Саха-Якутию и посмотреть о том, как добываются бриллианты, как они обрабатываются, как работает угольная промышленность, о том, какие машины, оказывается, огромные нужны для работы на этой угольной промышленности. Но у Саха-Якутии, конечно же, огромный потенциал, и я уверена, что уже прямо через полгода каждый турист сможет доехать и увидеть это своими глазами. Но потенциал Якутии в плане индустриального туризма промышленными гигантами не ограничивается. Наши мастера традиционных промыслов тоже могут заинтересовать тысячи людей. Узнать все тонкости кузнечного дела, ювелирного мастерства или изготовления берестяной, деревянной посуды. Все это поможет засверкать Якутии новыми гранями. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Также стало известно, что парк «Ленские столбы» поборется за звание лучшей в стране площадки для развития экотуризма. Заявка Якутии принята на конкурс на создание туристических кластеров. Эту идею обсудили во время своей рабочей встречи в Москве глава республики Айсен Николаев с руководством агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Во всем мире национальные парки привлекают миллионы туристов. Например, многие знают американский Гранд-Каньон или лес Секвой. В России тоже немало природных уникальных памятников, но это туристическое направление не сильно развито. Глава Якутии отметил, что потенциал у нашего региона
большой. Теперь нужно грамотно проработать заявку. Помочь в этом должен конкурс. Комиссия выберет лучшие региональные проекты. Их авторы станут участниками акселерационной обучающей программы. А 10 финалистов получат возможность реализовать механизмы комплексного развития туризма в своих природных заповедниках. У нас сейчас идет всероссийский конкурс по развитию экологического туризма, и, как мы уже видим, буквально в эту секунду Саха-Якутия подала свою заявку. Это будут Ленские столбы, и мы уверены, что у Саха-Якутии огромный потенциал развития экологического туризма, потому что Ленские столбы – это, в общем-то, можно сказать, бренд региона. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства о продлении до конца августа выплат повышенных пособий гражданам, потерявшим работу во время пандемии коронавируса. Как сказал глава Кабмина в ходе онлайн-совещания, чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 миллиардов рублей. Кроме того, на встрече обсуждался вопрос о выделении 5 миллиардов рублей для поддержки медицинских работников, которые борются с коронавирусной инфекцией. Это касается выплаты отпускных или компенсаций за отпуск, от которого они вынуждены были отказаться. При их расчете будут учитываться и дополнительные стимулирующие выплаты. Крайне важно, чтобы права этих сотрудников тщательно соблюдались. Также обсудим меры поддержки предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Смягчим налоговые условия для тех, кто незначительно превысит лимиты по выручке или численности. Для этого внесем изменения в законопроект, который уже прошел первое чтение в Государственной Думе. Сейчас предприниматель, чей доход вышел за пределы 150 миллионов рублей или численность персонала превысила 100 человек, вынужден переходить на общую систему налогообложения. Тем, кто еще не готов к таким изменениям, мы предложили воспользоваться переходным налоговым режимом. Чтобы усилить эффект от этой меры, правительство дополнительно предоставит возможность начать следующий календарный год с чистого листа, то есть снова платить 6 или 15% в зависимости от объекта налогообложения. Мы продолжаем оказывать помощь отраслям, которые пострадали из-за распространения коронавируса. Сегодня по поручению президента правительство направит 320 миллионов рублей на субсидии российским судоходным компаниям, которые занимаются морскими речными круизными перевозками. В этом году они находились в вынужденном простое. Период навигации получается коротким, снизилась и их выручка. Выделенные средства позволят компенсировать компаниям часть расходов по договорам лизинга. Приезд отдыхающих из Якутска привел к новым очагам заболеваемости коронавирусом в Мегино-Кангаласском районе. В первой половине дня прошло совместное заседание районных и регионального штабов. В ходе него сообщили, что 40 случаев заболевания за сутки выявили в Якутске, 4 в Нерюнгри и по 2 случая в Мегино-Кангаласском и Верхоянском районах. В Мегино-Кангаласском наблюдаются новые очаги в связи с приездом отдыхающих из столицы. Особое внимание будет уделяться дезинфекции и медобслуживанию Верхоянского района, так как он находится на отдаленной арктической территории. Усиленные меры продолжатся и в Мернинском районе в связи с количеством прибывающих в район граждан. Они, напомню, обязаны выдерживать 14-дневную изоляцию. Да, мы перешли на второй этап. Да, мы начали жить по новым стандартам жизни. Мы не вернемся, безусловно, к тем условиям жизни, которые у нас были в доковидное время. Поэтому нам сегодня всем нужно от, непосредственно обычного гражданина, от ребенка до руководителя большого предприятия четко соблюдать те новые требования, которые предъявляются. А соответственно, это и масочно-перчаточный режим в общественных местах, это социальное дистанцирование. И, соответственно, эти правила, они будут обязательными достаточно длительное время, и уже их необходимо четко соблюдать. От температурного режима до меньшего общения друг с другом. В Мирном на днях скончалась пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией. Ее госпитализировали из дома с сухим кашлем, одышкой и температурой. В реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких женщина находилась более 5 суток. Она стала третьей по счету жертвой в Мирном с начала пандемии. И все они были пожилые. Почему ковид опасен именно для людей старшего возраста и как уберечься от этого заболевания? Ивана Филиппова. Больная находится 4-е сутки на аппарате ИВЛ. Поражение легких 90%.
Поражение 90%. Шансы на выживание близки к нулю. Анамнез типичный. Возраст 81 год. Хроническое заболевание – сахарный диабет. Эта женщина боролась с коронавирусом до последнего, но на 6-е сутки в конце прошлой недели скончалась. По словам медиков, слишком поздно обратилась за помощью. Вот до чего доводятся люди. Видите, вообще нету легких абсолютно. Вот это все белое, это все пораженные участки легких. 7 июля в ковидном госпитале и провизорных отделениях Мирного лечатся 70 человек. В реанимации пожилая женщина находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. За состоянием больных ежеминутно следят медицинские работники. Особое внимание уделяется пожилым пациентам. По статистике они умирают чаще всего от осложнений, ведь у каждого второго ряд хронических заболеваний. Пожилые не имеют нормальной иммунной системы и слабые защитные механизмы слизистой носа и верхних дыхательных путей. Организм сразу быстро проникает, опускается вниз, поражаются легкие, развивается двусторонняя пневмония. А если у пожилого пациента еще имеется сопутствующая патология, то это развивается в сотни тысяч раз быстрее. Медики рекомендуют людям старше 65 не выходить из дома без надобности. Подхватить коронавирусную инфекцию можно везде – в магазине, аптеке и даже во время поездки в общественном транспорте. Если у человека выявлен положительный анализ, но при этом он не имеет никаких жалоб, и при клиническом обследовании у него ни в анализах крови, ни в рентгенологических данных нет никаких изменений, он считается бессимптомным носителем этого заболевания. Но эти бессимптомные носители, они могут, конечно, инфицировать всех, с кем они общаются. Еще и поэтому есть веский довод для того, чтобы соблюдать дистанцирование и ношение масок. О том, что даже родные дети и внуки могут стать бессимптомными источниками коронавирусной инфекции для стариков, Владимир Харлампиев, житель Мирного, узнал из СМИ. Перед встречей с пожилой мамой теперь тщательно дезинфицируют руки. Обрабатываем руки. Обязательно наличие маски, чтобы не занести никакую заразу, инфекцию домой. Каждый день Владимир носит продукты и все необходимое для мамы, которая находится на самоизоляции с марта месяца. Говорит, привыкли к разговорам через порог. Еще что-нибудь нужно, мам? Что? И все пока есть, и фрукты, все это, овощи, все есть. Ну, я тебе позвоню, если что надо, так. Пожилые люди с хроническими заболеваниями – это почти треть населения Мирного. Чтобы избежать заражения COVID-19, медики советуют как можно меньше посещать общественные места, пользоваться средствами защиты. Иванна Филиппова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Более года активисты Общероссийского народного фронта ведут мониторинг дорог в Якутске. На сегодняшний день дорожники отчитались о 100% выполнении на 13 объектах. Однако общественники после проверки нашли множество нарушений. В очередной рейд со специалистами отправился Александр Хавренко. Трещины, провалившийся асфальт, бордюрные камни со сколами, дорожные знаки, установленные не по нормативам. Эти и другие нарушения нашли общественники при осмотре объектов, отремонтированных по проекту «Безопасные и качественные дороги». Как оказалось, дороги не такие уж качественные и безопасные. Честно говоря, новая дорога, но уже видно какие-то ямы, какие-то ремонты, какие-то люки открытые. И трещины. Что это? Почему это образовалось? На самом деле это выполнено не по технологии и не по требованиям, мне кажется, разумности какой-то, потому что здесь идет коммуникация. Мы видим то, что машины уже на новой дороге притормаживают для того, чтобы не портить свою ходовку. Почему? Потому что коммуникации уложены без короба. Соответственно, происходит изменение температурного режима грунта, либо подмывание воды, и грунт просаживается, либо его выпучивается, и дорога разрушается. На Хнырявском шоссе ситуация еще более плачевная. Не оборудовано водоотведение, вода скапливается в коробах, проникает под асфальт, что ведет к размыву грунта и, как следствие, к проседанию полотна. Есть и другие, гораздо более серьезные нарушения. Мы все всегда замечали, что идет дорога узкая. 7 метров по нормативу. Тут протяженность 1,5 километра. И в некоторых местах до 35 сантиметров доходит заужение. Об этом мы указали в акте, который составили в конце мая со специалистами Управдор Вилюй. Направили в окружную администрацию, чтобы они устранили до конца июня. Но сегодня уже 8 июля, и, как мы видим, ни одного рабочего, ни одной работы не производится. Всего в программу национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Якутске попали 13 объектов.
И в течение лета мы обязательно посетим каждый из них и расскажем, можно ли действительно назвать эти дороги качественными и безопасными. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск. Всероссийский день семьи, любви и верности отмечают сегодня. Впервые его отпраздновали в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи. Этот праздник учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы, которая была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России. А идея праздника возникла у жителей города Мурома Владимирской области. К слову, праздник можно назвать аналогом Дня Святого Валентина. Оба отмечаются в честь святых. Однако исторические корни Дня Петра и Февронии более ранние и глубокие. И понятие любви – это прежде всего верность, преданность и в конечном счете семья. В Якутске в этот день чествовали лучшие семьи строительного округа. На мероприятии побывала Агафья Гоголева. Многодетная чета Светлана и Федор Дмитриевы за 16 лет совместной жизни вырастили и воспитали 8 детей, имеют 2 внуков. При этом Светлана Леонидовна живет активной общественной жизнью. Она член правления Союза многодетных семей города Якутска, имеет нагрудные знаки «Слава матери» и за вклад в развитие семейной политики. Из общественной работы, которую я делаю, это все-таки больше всего было направлено на помощь своей семье. Да? Я 13 лет уже веду такую акцию, как «Семья семье» среди многодетных семей нашего города. И это все было вызвано именно тем, что я как-то хотела помочь еще и собственной семье. И очень много, даже когда мы делаем экскурсии в музей, в театр, в кино, стараемся собрать многодетные семьи, потому что не каждая мама может выбраться, да, отвезти своих детей. Это все для того, чтобы наши дети развивались и были счастливы. А супруги Надежда и Дмитрий Павловы недавно отметили 45-летний юбилей совместной жизни. Семья воспитала 2 детей и имеет 2 внуков. Секретом крепких отношений в семье считают взаимопомощь и уважение друг к другу. Хочется пожелать, чтобы в каждой семье было согласие, чтобы в каждой семье было много детей, много внуков и так далее. Но это все зависит от отношений супругов, конечно. Как в семье это слаживается, так и передается детям, так и передается внукам. В День семьи, любви и верности благодарственные письма и ценные подарки получили самые активные семьи строительного округа. Мероприятие прошло с соблюдением всех норм санитарной безопасности. Агафья Гоголева, Георгий Григорьев, Якутск. 2 супружеские пары из Хангаласского района удостоились медали за любовь и верность. Нынче медалью отметили супругов Заморщиковых из села Тюхтюр и Семеновых из села Ой. Руслан и Полина Семеновы являются одной из самых уважаемых семей у себя в поселении. Он всю жизнь проработал с тяжелой техникой. Трактор, бульдозер. Она 41 год обучала школьников пению. Сама же является запевалой Осохой и возглавляет ансамбль бабушек Тирех. Семеновы познакомились, расписались и отметили пополнение в Амгинском районе. Вырастили 3 родных и 3 приемных детей. Сейчас у них 13 внуков и 4 правнука. Ну, этот праздник мы недавно знали, но просто так отмечали. А сегодня вот нынче мы должны отмечать 54 года как вы вместе? Совместной жизни. Угу. День свадьбы у нас 17 июля, так что перед 54-м годовщиной прямо как поздравление, эта награда пришла. О том, как День семьи отметили в Нерюнгринском районе, расскажет моя коллега Екатерина Павлова. 8 июля – праздник семьи в День памяти святых Петра и Февронии, признанные всеми конфессиями. Мероприятия, посвященные празднику, проходят в основном в онлайн-формате. Из-за пандемии массовые акции еще не проводятся. С начала июня Нерюнгринский молодежный совет организовал фотоконкурс «Семейный альбом». 5 номинаций для фото под хэштегом «Семья Неру». Креативный карантин, семейный завтрак, домашний любимец, большая и спортивная семья.
В конкурсе приняло участие более 45 семей города Нерюнгри. Все фотографии были очень яркими, интересными. И жители города Нерюнгри, как всегда, очень творчески подошли и ответственно к этому конкурсу. Победителей мы уже выбрали. В каждой номинации выбран один победитель. Мы им вручим памятные подарки, благодарственные письма за участие. Ну и еще раз их поздравим с праздником Днем семьи, любви и верности, который проходит в нашей стране. А что происходит за пределами интернет-площадок? Выходим на улицу. Да, виртуальный мир нас не обманывает. Счастливые семьи вышли на площадки рядом с домом и на прогулки в городские скверы и парки. День семьи, любви и верности – это очень важный праздник для нас, потому что это важная самая в жизни семья. Дети – это самое важное, это наше продолжение. Это наш, тем более, российский праздник, а не зарубежный, в отличие от Дня Святого Валентина. Поэтому празднуйте День семьи, любви и верности, любите друг друга. Конечно, дарить любовь и внимание самым близким людям нужно не только в этот день. Время для семьи можно найти всегда. Позвоните родителям или бабушке с дедушкой и узнайте историю их знакомства. Дружно посадите саженец дерева на даче, и пусть оно растет вместе с вашей семьей. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. И на этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.